Да, вот это оба колодец идет. Колодец уже тройников наверх, вот это что? Специалисты службы водоканала прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее уладить проблему, ведь из-за нее люди, питающиеся от резервуара номера 6 Сухумского водоканала, остались без воды. Работы с самого утра 25 ноября ведутся на улице Братьев Зонтаря. Здесь в помещении, где располагается узел, соединяющий выходы из резервуара с питающими трубами и подающими их в питьевую воду в город, произошел сход грунта, в результате чего одна из стен помещения узла была сломана, и, соответственно, весь узел в результате этого схода полностью был обрушен. В настоящий момент служба водоканала оперативно принимает все необходимые мероприятия для устранения данного чрезвычайного происшествия. Мирапан Квап, главный инженер Сухумского водоканала, рассказал, что вода с Киласурской насосной станции аккумулируется здесь, после чего распределяется в город. Чтобы устранить утечку воды, необходимо восстановить оборванные трубы. Резервуар старенький, видимо, где-то какая-то дрова, может и сам резервуар где-то чуть-чуть подтекает, и это попадало туда под трубы, в грунт попадала эта вода, подмывала, и вот критическая точка, и она сорвалась. Там стенка была еще кирпичом уложена, стенку оторвало, унесло, и трубы оторвало соответственно. Сразу после аварии специалисты предполагали, что на устранение последствий уйдет до 5 дней. Однако после изучения ситуации стало ясно, что ремонт можно закончить намного раньше. Сегодня подняли 2 бригады сварочных, и сейчас будем соединять трубы. Ну, понимали, что да, что большой срок, но мы немножко запас дали, потому что, боялись, здесь первоначально вообще технику, вообще непонятно было, как технику поднимать, а потом, когда нашли почистили подъездные пути, оказалось, что здесь, малой кровью можно обойтись. И вот сейчас, я думаю, завтра к вечеру мы, дня 2, наверное, вот так вот, мы оба водовода, я думаю, восстановим. Чтобы люди не остались без питьевой воды, администрация Сухума принято решение доставлять воду населению. Ежедневно на улице Дермановского будет стоять машина с водой. Айлита Арутюнян, Рамукамки, Абхазское телевидение.